Уважаемые коллеги, добрый день. Я рад приветствовать вас на вебинаре, который посвящен итогам муниципального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Константина Дмитриевича Ушинского. Хочу обратить ваше внимание, что вопросы вы можете задавать непосредственно в чате, либо в вкладке «Вопросы», которая находится в верхнем правом углу нашего экрана. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Наш вебинар будет посвящен характеристике основных итогов уже проведенных, в данном случае, испытаний на уровне муниципалитетов в рамках республики, а также мы рассмотрим некоторые аспекты проведения регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады имени Константина Дмитриевича Ушинского. Нормативными основаниями для проведения данной олимпиады являются письмо Департамента образования Ярославской области от 10 января 2020 года о направлении методических рекомендаций. Также два приказа. Это приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 17 февраля 2020 года о проведении регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Ушинского, а также об утверждении состава методической комиссии регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Константина Дмитриевича Ушинского, который был подготовлен 3 марта 2020 года. Именно они стали основанием для проведения, в данном случае на территории Республики Коми, Российской психолого-педагогической олимпиады школьников. Хочу обратить ваше внимание на то, что данная олимпиада включена непосредственно в перечень олимпиад. И, собственно, данное научное событие является тоже достаточно важным с точки зрения участия в них школьников России. И, соответственно, данная олимпиада, конечно же, и в нынешнем году вошла в этот перечень олимпиад и иных конкурсных испытаний, которые проводятся непосредственно со школьниками. Также данная олимпиада вошла непосредственно и в региональный перечень, поэтому участие в ней и организация ее проведения, по сути, для нашего института, для Коми Республиканского института развития образования, который выступает оператором, в общем-то, на территории Республики Коми, является принципиально важным и также значимым. В соответствии с приказом 129 от 17 февраля 2020 года у нас запланировано следующее в данном случае проведение олимпиады. Итак, муниципальный этап, который стартовал 1 сентября и по непосредственно тем информационным письмам и, собственно, самому приказу должен был быть продлен до 10 октября 2020 года. А региональный этап планируется 20 ноября 2020 года в городе Сыктывкаре. Заключительный этап, то есть российский, планируется в марте 2021 года в городе Ярославль. Однако в связи с поступившими непосредственно рекомендациями российского уровня от организаторов непосредственно заключительного этапа, в данную логистику, так скажем, проведения олимпиады будут внесены определенные, так скажем, изменения, и об этом мы поговорим с вами несколько позднее. Но, по крайней мере, это то, как запланировано у нас с вами на настоящий момент в соответствии с февральским приказом. Хочу обратить внимание, что муниципальный этап до сих пор не проведен в отдельных муниципалитетах по причинам самым разнообразным. Чаще всего это, конечно же, достаточно высокий уровень заболеваемости и среди организаторов, и среди школьников и так далее, что не позволяет, допустим, организовать непосредственно очное проведение муниципального этапа. Мы договорились с региональными, в данном случае с муниципальными организаторами, что данный этап мы должны завершить уже до 10 ноября. Все те, кто включился непосредственно в этот процесс, начиная уже с 1 сентября 2020 года. Какие же основные итоги мы можем с вами уже на настоящий момент обозначить после проведения муниципального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Ушинского? Вы видите, что в пределах 500 школьников 9-11 классов приняли участие непосредственно в муниципальном этапе. Среди девятиклассников, которых оказалось больше, это почти 200 человек, то есть 195, 133 десятиклассника
и 163 одиннадцатиклассника. Вы видите, что под номерами в данном случае обозначены муниципальные образования республики, то есть городские округа, либо муниципальные районы. В настоящий момент в данном случае у нас проводится муниципальный этап в Троицко-Печорском районе, и мы действительно согласовывали этот момент. И, соответственно, в 4 муниципалитетах данный муниципальный этап не проводился. Также нужно отметить, что к проведению данного этапа не подключились и государственные образовательные организации, подведомственные непосредственно Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Если говорить о лидерах участников, так скажем, да, лидеры по количеству участников муниципального этапа, то вы видите, что здесь обозначены 3 муниципалитета. Это муниципальное образование городской округ Усинск, муниципальное образование городской округ Воркута и муниципальное образование муниципальный район Сыктывдинский. Учащиеся именно 9-11 классов этих районов представлены в данном случае многочисленно. Да. Хочу обратить ваше внимание на следующий момент, следующий аспект, который также был обозначен в рамках представленных непосредственно аналитических отчетов. Это основная проблематика, с которой, в общем-то, столкнулись все муниципальные организаторы. В первую очередь, мне хотелось бы выразить огромную благодарность за то, что вы представили данные или обозначили данные проблемы, а также сформулировали и предложения. И вот давайте мы с вами обратим внимание на некоторые из них, и я постараюсь прокомментировать, да, и какие действия, собственно, от регионального оператора мы, в общем-то, планируем, да, в этой части с учетом непосредственно тех предложений уже организаторов заключительного этапа, которые мы непосредственно получили. Итак, отсутствие или недостаточность ресурсов для подготовки учащихся к Олимпиаде. Действительно, когда мы непосредственно принимали решение о проведении регионального этапа с обязательным проведением муниципального, мы предполагали, что, в общем-то, данная проблема, наверное, будет первоочередной при проведении, да, данной Олимпиады. Хочу обратить ваше внимание, что содержание заданий, в общем-то, как и на региональном этапе, да, и на заключительном, ориентировано в первую очередь на общекультурные, в общем-то, компетенции и также, может быть, определенные знания из области психологии и педагогики. Мы абсолютно солидарны с тем, что у нас нет и не проводятся, и не включены непосредственно в учебный план отдельные уроки по педагогике, по психологии. У нас нет, возможно, да, психолого-педагогических классов в качестве профильных, где происходит непосредственно, может быть, углубленная подготовка по этим предметам. Ну и также мы впервые сами непосредственно включаемся действительно в этот процесс. И поэтому я хочу обратить внимание на очень ценное предложение относительно издания пособий для учителей о проведении непосредственно вебинаров для педагогических работников и учащихся с разбором непосредственно типовых заданий. Ну и были предложения о проведении семинара по обмену опытом с коллегами по подготовке учащихся к Олимпиаде. Относительно данного предложения мы хотим, наверное, анонсировать некоторые моменты. Те, кто непосредственно вышел на региональный, собственно, этап проведения данной психолого-педагогической олимпиады, фактически мы постараемся обобщить непосредственно все те возможные типы заданий, возможные решения, так скажем, да, которые могут быть предложены в рамках проведения регионального либо заключительного этапа, и направим в данном случае и муниципальным организаторам, и, соответственно, самим участникам регионального этапа для непосредственно их подготовки. Также думаю, что мы определенным образом запланируем отдельные мероприятия в форме, наверное, все-таки вебинаров, в форме, может быть, предложения каких-то онлайн-тренажеров для того, чтобы можно было подготовиться к региональному этапу, ну и, соответственно, к заключительному этапу. У нас есть для этого непосредственно банк, соответственно, заданий, вопросов, которые очень схожи с теми, которые используются непосредственно в том числе, заключительном этапе. И сегодня, когда я буду представлять непосредственную информацию об информационном сопровождении заключительного этапа, я обращу ваше внимание именно на то, что те материалы, которые имеются
в качестве архивных непосредственно уже по проведенным заключительным этапам Российской Олимпиады школьников имени Ушинского, да, именно психолого-педагогического содержания, можно также использовать при подготовке непосредственно учащихся к Олимпиаде. Второй момент. Действительно, критерии оценивания по предложению должны отличаться от предметных олимпиад. Заданий, требующих непосредственно развернутого типа, должно быть больше, потому что в данном случае учащиеся, когда не владея, собственно, в полной мере терминами, могут непосредственно объяснить или проявить себя уже непосредственно составляя определенные тексты, отвечая на определенные вопросы. Хочу обратить ваше внимание, что подобные в данном случае задания на муниципальном этапе непосредственно были предложены, но по опыту проведения подобных процедур хочу обратить ваше внимание, что фактически они при оценивании непосредственно ответов обучающихся могут быть отчасти и субъективными, условно говоря. Поэтому основной приоритет был, конечно же, отдан тем заданиям, где, собственно, нужно было выбрать либо один, либо несколько вариантов ответов. Чаще всего это действительно один, и те, которые мы могли бы достаточно легко оценить. Конечно, я согласен с тем, что доля таких заданий, конечно же, доходила в пределах, так скажем, до 90, наверное, процентов. В первую очередь мы хотели, конечно же, минимизировать временные, так скажем, ресурсы для муниципальных организаторов, для того, чтобы они в меньшей степени, может быть, используя те критерии оценивания, которые были направлены, затратили время на оценку конкурсных материалов наших обучающихся. В целом, хочу обратить ваше внимание на то, что действительно предложение очень ценно тем, что действительно практические ситуации или ситуации практического характера, основанные, допустим, на использовании, собственно, психологических либо педагогических знаний, могут быть подобным образом представлены, и, соответственно, ребенок, может быть, интуитивно чувствуя какую-либо, допустим, да, состояние, например, либо, если речь идет о психической функции, либо о какой-то другой социально-психологической ситуации, действительно может это описать. И как предложение это обязательно будет непосредственно принято и передано разработчикам непосредственно методической комиссии. Относительно уроков педагогики и психологии, конечно же, здесь мы рекомендовать можем лишь активизацию взаимодействия педагогов-психологов, если они непосредственно есть в штате образовательных организаций. Если же таковых, конечно же, нет, то фактически здесь можно будет определенным образом заняться, наверное, самообразованием, так скажем, да. Однако доступных ресурсов, качественных ресурсов именно для школьников в контексте именно психологии, в контексте педагогики, но мне не встречались, поэтому порекомендовать, конечно же, я не могу на настоящий момент. Но как задачу, уважаемые муниципальные организаторы, вы для нас поставили, я думаю, что мы в информационных письмах об этом вам обязательно сообщим. Следующие в данном случае проблемы – это как раз поздняя информированность о проведении Олимпиады, в связи с чем очень было мало времени для подготовки участников. И как предложение – это более раннее информирование о проведении Олимпиады. Хочу обратить ваше внимание, что приказ о проведении регионального этапа, где четко обозначены непосредственно сроки проведения муниципального этапа, был непосредственно подготовлен и утвержден 17 февраля 2020 года, то есть еще до периода, активного периода, так скажем, пандемии и прочее. Хочу обратить ваше внимание, что все приказы были направлены в муниципальные органы управления образованием, и фактически функция информирования в данном случае по приказу также возлагалась и на представителей муниципальных органов управления образованием. В свою очередь, мы как операторы мы определили муниципальных координаторов, мы получили подобную информацию, и данная информация о проведении, в данном случае уже самой
Собственно, о самом этапе, муниципальном, собственно, этапе, да, мы, в общем-то, говорили на вебинаре, который состоялся в августе, то есть перед его стартом в данном случае. И, соответственно, на этом вебинаре мы также рассмотрели, какие же основные типы вопросов будут, какое примерное предметное содержание в данном случае войдет в состав непосредственно конкурсных заданий. И, соответственно, мне кажется, что информирование, да, о проведении Олимпиады, ну, по нашему мнению, все-таки было определенным образом достаточно. Возможно, здесь не было достаточно, может быть, четких инструкций в отношении действий муниципальных организаторов. И действительно, да, в силу таких обстоятельств, как работа в условиях пандемии и прочее, да, отсрочила на определенный момент проведение подобных активных действий. Но я думаю, что поскольку на следующий год данная Олимпиада у нас сохраняется, и она вошла также в перечень уже республиканских мероприятий, мы это предложение, конечно же, обязательно учтем. И, конечно, думаю, что опыт участия и проведения непосредственно муниципального этапа поможет нам решить очень многие проблемы, допустим, уже в следующем году. Еще одно предложение было связано непосредственно с датой. Республиканский этап проводится 20 ноября. Очень удобно для учащихся 11 классов, которые 2 декабря непосредственно, да, как здесь обозначено, включены непосредственно в написание итогового сочинения и прочее. И здесь не было, конечно же, предложений, здесь была просто проблема обозначена, и мной здесь был написан, собственно, вопрос, будет ли перенос. И, как я уже анонсировал, этот момент все-таки будет, и я сейчас объясню, почему. Это связано с унификацией проведения непосредственно процедур регионального этапа во всех субъектах Российской Федерации, которые являются участниками Российской психолого-педагогической олимпиады школьников. Мы согласовали непосредственно с региональным учредителем Российской психолого-педагогической олимпиады, то есть с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, о том, что в приказ будут внесены непосредственно изменения, и этот приказ будет доведен до муниципальных организаторов, а также по возможности до тех лиц, которые войдут непосредственно в состав участников регионального этапа. Ну вот давайте об этом поподробнее. Что именно? Итак, первое. Запланированное на 20 ноября 2020 года, да, проведение регионального этапа в городе Сыктывкаре на базе Сыктывкарского государственного университета и КРИРО у нас переносится на срок до 15 февраля 2021 года. Еще раз объясню, почему. Унификация, да, организаторами заключительного этапа, проведение регионального этапа непосредственно во всех субъектах, которые включаются в реализацию данного непосредственно проекта, да, то есть данной непосредственно Олимпиады. Вы можете обратить сразу же на нижнюю часть, которая как раз отличает, так скажем, собственно, наш подход, который мы, так скажем, использовали и составляли задания отдельно для 9, 10, 11 классов. Это то, что комплекты заданий для проведения письменного и устного туров являются едиными, то есть будут одинаковыми непосредственно для всех. И я благодарю Наталью Владимировну Савчук, которая задала как раз этот вопрос. Это буквально через несколько слайдов, наверное, на следующем я вам покажу, где можно будет найти как раз архивные, так скажем, да, материалы заключительного этапа. Чем интересен еще данный сайт? Это тем, что фактически там есть и представленные работы победителей, где можно также сориентироваться в данном случае на те задания, которые даются в открытом, по сути, виде. Это решение педагогических ситуаций, написание определенных эссе и так далее. Достаточно большое количество вопросов у нас за время проведения муниципального этапа от муниципальных организаторов фактически мы получили относительно участия в региональном этапе.
Мы, конечно, очень рады тому, что в связи с заявленными, так скажем, критериями отбора у нас имеются победители и призеры, да, которые и в 9, и в 10, и в 11 классе набрали непосредственно выше условно той вот, так скажем, границы, которая была непосредственно обозначена. Но мы предлагаем, и мы в данном случае обсудили это также с учредителем регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Ушинского, то есть с министерством, победителям, которые не достигли непосредственно границы, так скажем, да, в тех муниципалитетах, так скажем, но при этом достигшие порогового значения, то есть более 65 правильных ответов, 65%, то есть 65 баллов и выше, также включиться в региональный непосредственно этап. В региональный этап. То есть определенные муниципалитетами победители и призеры в 9, 10, 11 классе, они автоматически войдут в этот список. В тех муниципалитетах, где победители не преодолели границы, мы предлагаем также им принять участие, но при условии, если их, собственно, итоговое, да, финальное значение будет составлять в данном случае не менее 65% правильных ответов. То есть в данном случае 65 баллов. 65 баллов. Поскольку каждая оценка, каждая работа у нас оценивалась непосредственно в 100 баллов. Хочу также обратить ваше внимание, что региональный тур в соответствии с унифицированной процедурой, да, которая описана в положении, в данном случае уже организаторами заключительного этапа, будет включать в себя две части. Первая часть письменная, вторая устная. Письменная часть, как правило, будет представлять собой тестовые задания с определенным выбором ответов. Да, это может быть, конечно же, одного, нескольких заданий открытого, закрытого типа и так далее. Также предлагаются педагогические задачи, задания аналитического характера, педагогическое эссе и прочее. Устная часть ориентирована на проявление, так скажем, да, участникам регионального этапа, собственно, как и заключительного, творческого какого-то действия, определенных непосредственно, может быть, импровизационных решений в рамках ситуации. Это могут быть также публичные выступления, это могут быть и дискуссии на какую-то определенную заданную тему и так далее. То есть организаторам предусматриваются именно эти две части. Думаю, что после того, как мы непосредственно получим, соответственно, за 30 дней до начала проведения информацию о том, как будет проходить региональный этап, да, более точные разъяснения именно по устной части мы предоставим муниципальным организаторам и участникам регионального этапа. Для успешного прохождения письменной части, как я уже говорил, мы подготовим, постараемся это сделать в течение ноября, либо в форме онлайн-тренажера для обучающихся, либо в форме непосредственно каких-то рекомендаций, в данном случае и направим им для того, чтобы они могли достаточно комфортно, так скажем, подготовиться к региональному этапу. Еще раз обращаю ваше внимание, что региональный этап переносится на февраль 2021 года. Состоится он или нет, конечно же, вопрос пока остается открытым. Надеемся, что все это состоится, потому что организаторами заключительного этапа рассматривается еще и вариант не только очного проведения, но и дистанционного. Посредством непосредственно организации электронной среды, так скажем, да, вот данной Олимпиады. И надеемся, что все-таки данное мероприятие состоится очно и пройдет оно в городе Сыктывкаре. Далее. Вот, собственно, тот ресурс, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Сегодня мы сформируем непосредственно информационные в данном случае письма и так далее для муниципальных операторов, так скажем, организаторов данной Олимпиады. Но вы видите, есть отдельный сайт, да, Педолимп, в данном случае Ярославский университет имени Ушинского, и группа ВКонтакте «Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников».
Данные ссылки также вам будут направлены и предложены. И вот здесь вы видите, у нас имеется определенная картинка по сайту. Я не могу вам сказать... Да, это, наверное, архив 2020 года представлен. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь представлена вся информация для региональных операторов и так далее. Но есть в самой нижней части этого слайда это задание заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Ушинского. Именно в формате Word в данном случае мы, или вы самостоятельно, если хотите, потому что все документы открыты, вы можете их использовать, так скажем, и в 2019, и в 2020 году. И эти задания использовать непосредственно для обеспечения подготовки школьников к участию в региональном и заключительном этапах. Также хочу сказать, что здесь представлена, и в частности это в группе ВКонтакте, представлена ссылка на вебинар, который был проведен буквально недавно, несколько недель назад, о проведении, собственно, психолого-педагогической олимпиады школьников имени Ушинского. Да, и если муниципальным организаторам будет это достаточно интересно, фактически вы можете обратиться и к содержанию непосредственно того вебинара, потратив на это примерно 65 минут, насколько мне помнится. Резюмируя, хочу сказать, что в целом организатором выступает данной олимпиады и проведение, соответственно, муниципального и регионального этапов Центр научно-методического сопровождения программы проекта в области образования. Мы с вами общаемся через mail, в частности, ППО «Олимп», да, и, соответственно, при возникновении, соответственно, вопроса вы можете звонить по телефону в городе Сыктывкаре 28 60 11, добавочный 339, либо писать непосредственно на те электронные адреса, которые вы видите на экране. Уважаемые коллеги, я предлагаю вам задать вопросы, если они у вас имеются, и я вернусь еще раз вот на этот слайд для того, чтобы резюмировать и непосредственно обозначить некоторые моменты. Итак, проведение регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Ушинского, как вы поняли из нашей сегодняшней встречи, переносится на февраль 2021 года. Основанием для подобного решения является унификация процедуры регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени Ушинского, определенного организаторами заключительного этапа, то есть департамента непосредственно Ярославской области. Поскольку фактически данные, так скажем, и задания, и, собственно, процедуры конкурсные будут разрабатываться методической комиссией уже, собственно, Российской психолого-педагогической олимпиады школьников. Второй момент. Все участники регионального этапа, независимо от класса обучения, будут выполнять одну и ту же работу. Да? И, соответственно, задания и для письменного, и для устного туров будут одинаковыми для 9, 10, 11 классов. Третий момент. Победители и призеры, определенные в соответствии с критериями оценивания, которые были направлены муниципальным организаторам, автоматически попадают в состав участников регионального этапа. Ну а в тех муниципалитетах, где, собственно, победители не преодолели вот эту границу, условно говоря, но при этом набрали не менее 65% правильных ответов, также могут войти в этот список. Фактически, посмотрите, пожалуйста, это делается для того, чтобы они попробовали непосредственно себя и в данных процедурах. Ну и я думаю, что в следующем году мы не будем, может быть, ставить какие-то определенные препоны по прохождению в данном случае в целом заданий муниципального этапа. Но разброс значений в целом у нас в пределах 50 баллов и 85 баллов. То есть это достаточно большой такой вот разброс. Также хочу еще несколько минут вашего внимания обратить на тот факт, что мы запланировали в данном случае сопровождение подготовки, и, конечно же, мы дополнительно об этом вам сообщим. В каком виде, в какой форме непосредственно она будет предложена участникам регионального этапа.
Ну и те возможности, которые у нас имеются в настоящий момент, в данном случае по сайту Российской психолого-педагогической олимпиады школьников, вы также можете их использовать, в общем-то, и, соответственно, использовать данный материал для подготовки обучающихся. Спасибо, Радик Хамитович, за комментарий. Уважаемые коллеги, есть ли еще какие-то вопросы, какие-то мнения, что-то требуется, может быть, еще раз пояснить? Обращаю ваше внимание, что если все-таки мы не ответим на все вопросы, вы можете писать, либо звонить, и я прокомментирую и постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы. И в самом заключении хочу поблагодарить еще раз всех муниципальных организаторов Российской психолого-педагогической олимпиады школьников за качественное проведение непосредственно муниципального этапа, за тот интерес, который вы проявили к данному научному, так скажем, событию, да, нового для школьников Республики Коми Олимпиады. Я думаю, что в перспективе нас ждет непосредственно качественное проведение, да, в том числе регионального этапа, и успехи наших детей будут оценены и на заключительном этапе. У нас появились непосредственно вопросы. По участникам, не достигшим порогового значения, но набрав 65 баллов, направить заявку в ближайшее время. У меня таких 2. Да, действительно, вы можете это сделать, и мы будем очень признательны и благодарны, если вы нам направите данную заявку. И мы сформируем общий непосредственно список участников регионального этапа для того, чтобы уже продолжить непосредственно с ними работу. Александра Петровна, если у нас участники набрали самое меньшее, 68 баллов, мы можем их включить в региональный этап? Да, потому что здесь у вас обозначена непосредственно граница 65 баллов. Поскольку 68 все-таки превышает 65, вы можете это сделать. И у нас во вкладке «Вопросы» также есть. Нет. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, еще раз обращаю ваше внимание на то, что у нас подошло к концу непосредственно наша встреча, подошла к концу. И если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, звоните либо пишите. Всего доброго и до свидания.